В течение 5 часов эта радиация способна достичь 700 километров. Открывает конкурс первый его участник Зияудин Султыгов. В течение 35 минут он должен дать старшеклассникам урок и раскрыть выбранную тему. Учитель ОБЖ из Яндари рассказал детям о всех видах оружия, начиная от стрелкового и заканчивая оружием массового поражения. Привел примеры из Первой мировой войны, когда советские войска смогли прорваться через распыленное немцами химическое оружие в виде белого фосфора. Они сами даже удивились, когда российские войска прорвались через их зараженный участок местности. Зияудин Султыгов работает в 3-й школе Яндари. Более 20 лет он преподает основу военного дела. Мужчина за мир во всем мире, но при этом уверен, что дети должны быть хорошо проинформированы о том, какой вред может нанести оружие. Времени было мало, но времени не хватило полностью донести. Но я считаю, что главное мы донесли. Устав воинской службы. Такую тему выбрал для конкурса Муса Гандалоев. Мужчина рассказал школьникам про общие права и обязанности военнослужащих вооруженных сил, взаимодействие между ними, а также про обязанности должностных лиц полка, правила внутреннего порядка. Начал свой урок с экскурса в историю. Первым министром обороны России, тогдашней России, был Дмитрий Алексеевич Милютин. Значит, после прихода его на должность министра начали создаваться военные училища, кадетские корпуса, призыв сокращался. Если при Петре I, значит, призывники служили до конца своих дней, тут, значит, у Милютина призыв был 15 лет. Значит, из них 6 года они должны были служить в армии, остальные 9 лет должны были сидеть в запасе, то есть в мобилизации любого времени. На фоне специальной военной операции на Украине указанная тема особенно актуальна, уверен конкурсант. Вы, молодежь, с операцией на резба, цанхудуштака, вооруженные силы Российской Федерации, мелницба, фудамду, уставуж, малагажды, уставуж, яхар, муштидец, малаг уставу, фудамду. Объяснить, где безым был сбережь, царца, что догвал, урок приложил к захаже. С тем харжай аз вайбирже военное училище деш дахш бахетиш. Царь эпсришалш бахетиш. Замигнаха и ташкамштир и войнах бозу болж. Конкурсная программа состоит из 2 этапов – заочного и очного. В первом – самопрезентации и видеоуроки участников. Во втором же комиссия проверила знания конкурсантов по теории своего предмета. Оценивает участников около 10 членов жюри. У них есть, у каждого члена жюри есть критерии, по которым они будут оценивать их. Вот по уроку оценивают они и по презентации будут. Каждый вид это будут свои критерии. По этим критериям они оценят, как они, члены жюри, решат, вот мы и распределим эти места. Ценные подарки и дипломы ждут всех участников. Всего в этом этапе конкурса были 5 учителей ОБЖ. Это победители в районных и городских конкурсах. В республиканский финал вышли города Малгобек, Сунжа, Назрань, Карабулак и сельское поселение Яндари. Муслим Ганиев, Адам Далаков. Новости 24.